Здравствуйте, дорогие подписчики и гости моего канала. Тема сегодняшнего урока – отрицательная и вопросительная формы переходного времени. Чтобы составить предложение в отрицательной форме глагола, нам нужна вот такая вот формула. Местоимение, глагол, плюс отрицательные частицы, плюс буква «и» личные окончания. Значит, как обычно, мы у глагола убираем букву «у», вместо буквы «у» добавляем отрицательные частицы, потом букву «и» личные окончания. Как вы заметили, что отрицательные частицы, они точно такие же, как вопросительные частицы. Но отличие в том, что отрицательные частицы пишутся слитно с глаголом, а вопросительные частицы пишутся в конце слова и раздельно. Давайте посмотрим примеры. Возьмем глаголы, которые нам уже знакомы. Бару – идти, келю – прийти, санал – считать. Как нам сказать предложение «я не пойду»? Берем глагол бару, убираем букву «у», вместо «у» добавляем отрицательную частицу «ма», так как корень у нас твердый. Потом букву «и» личные окончания, так как действие делаю я. Ты не пойдешь, сен бармай сын. Вы не пойдете, сиз бармай сыз. Он не идет, ол бармайды. То же самое с глаголом келю. Мен келмеймін, я не приду. Сен келмейсің, сіз келмейсіз, ол келмейді. Давайте теперь возьмем примеры посложнее. Добавим существительное ақша. Ақша – это деньги. Ақша санамаймын в переводе означает «не буду считать деньги», если это в будущем времени. Или же «не считаю деньги», если мы хотим показать регулярных действий. Ақша санамайсың, ты не считаешь деньги. Ақша санамайсыз, вы не считаете. Марат ақша санамайды. Марат не считает деньги. Или Марат не будет считать деньги. Теперь из этих же предложений можно сделать вопросительную форму. Для этого мы просто добавляем в конце вопросительные частицы. Ақша санамаймын ба? Не буду ли я считать деньги? Ақша санамайсың ба? Ты не считаешь деньги? Ақша санамайсыз ба? Вы не будете считать деньги? Марат ақша санамай ма? В переходном времени, когда мы составляем вопросительные предложения, окончание «д» в третьем лице не добавляем. Поэтому будет у нас предложение «Марат ақша санамай ма». На этом мы сегодняшний урок завершаем, а в следующий раз посмотрим форму прошедшего времени. Поэтому подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пишите комментарии и до следующей встречи.